Всем привет, подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее видео будет по катушке на снегоходе. Взял с собой оружие Север. Буду кататься по старой дороге. Здесь вырубали лес, но уже все завалило снегом. Хочу здесь съездить хотя бы километров 10 туда и 10 обратно. Если будет что, на кого охотиться, конечно же, будем охотиться. Взял масхалат. Как получится, все буду снимать, показывать. Сейчас я поменяю старый ремень на новый. Ремень вариатора поменяю. В первую очередь. Тут будет нагрузка, целина. Как бы все равно с новым ремнем легче будет ехать. А вам приятного просмотра. Посмотрим, какая охота из этого получится. Посмотрим, кто-то есть или нет в этой стороне. Какая-то птица. Давно с ружьем не ходил. Погода вообще приятная сегодня. Штиль. Такая вот минус 10-15 температура. Здорово. Спрашивали, какой ремень у меня родной. Так, Rubena Arctic. Rubena Arctica 33. Но смотрите, есть разница. Какой изношенный он у меня уже. Такой же Rubena Arctica. Новый поставим. Ну все, ремень поменял. Сейчас уже будем газку. Самое то время уже расцветает хорошо. Так, поехали. Что еще? Куропатки. Сегодня уже ходили.
Короче, опять один цилиндр не работает. Сейчас поменяю свечу. Короче, не едет. Как ни крути. На правый цилиндр поставил новую свечу. Посмотрим, что-то изменится или нет. Начинает меня уже раздражать все это. Честно. Ухтит что-то, блядь. Видите, не едет. Буран просто не хочет ехать. Пыхтит. Поменял вторую свечу слева от цилиндра. Что происходит, не понимаю. Ребят, не успел выехать. Уже я весь потевший. И сейчас вот поменял вторую свечу слева от цилиндра. Буран поехал. Сейчас нормально работает. Почему так происходит? Позавчера еще я менял свечи. Вроде все устаканилось, и сегодня все по-новому. Приходится менять свечи. Ладно, я весь путь снимать не стану. Если где-то кого-то буду видеть, я буду включаться и вам говорить, показывать. А сейчас я просто тупо буду ехать по дороге. Так что, не знаю. Вот там первые следы куропатки видел. Здесь лиса прошла. Ну, больше пока ничего. Где-то 2 километра на начало отъехал. Ну, примерно так, ребят. Поменял аккумулятор. Не знаю, удалось, нет, заснять немножко поснимал, как я ехал по дороге. Ну, это так называемая дорога, уже снега навалило, блин, полметра. Вот, смотрите, как в каком виде буран. Сколько тонет. С новым ремнем хорошо идет, без проблем никаких нету. Хорошо, что я закрыл, ребят, вот тут, со стороны вариатора. Отверстия вот эти. Вон они. Вот. Снег не попадает, не буксует ремень. Мне писали, что таежные парни, есть такой канал. Привет вам, ребят, если смотрите. Вы мне говорили, что проедешь там пару километров, новый ремень изнашивается и перестанет больше не будет, как сказать, ведет. Сейчас у меня этот ремень ведет. Я как бы газ скидываю, и он глохнет, потому что он очень затянут.
Конечно же, сразу он не растянется. Сегодня я еще буду буксовать туда, еще поеду. Вот это все закончится, и может быть даже я еще заеду именно в Целяк вот такой. Там еще хотя бы попробую, как пойдет. Интересно. Ну, видео будет ясно, понятно, что только по катушке. Птиц нету вообще. Ни лунок я не увидел, ничего нету. Ну так, покатаюсь, дорогу пробью. Дорога будет, может на мотособаке здесь буду ездить почаще. Вот, посмотрим. Погода вообще шикарная. Сейчас пусть немножко подостынет двигатель и дальше попрем. Еще километров 5, наверное, будет отсюда, и эта дорога закончится. Вот этот. Там уже все. Ну, нагрузку, вот я вот без прицепа, нагрузку, в принципе, я не чувствую, на средних оборотах идет. Вот сейчас я выключил, вот у меня буран стоит, сейчас я заведу, и у меня опять начнет там фыркать что-то там. Обе свечи поменял. Беда, короче, что-то не то с бураном, что-то где-то. Или свечи такие, говно, или же от чего-то свечи сгорают. Что-то есть. Вот, ладно, сейчас я посижу, чуть-чуть подостынет, дальше в путь. Ночи прошли. Надо сфотографировать. Переход лощей. Вот, пожалуйста. В ту сторону ушли. Дальше уже ехать, наверное, не стану я. Ни одной птицы нет. Тишина. Фу. Так, ладно. Ой. Решил развернуться. И наоборот, хрен тащишь скорость. Ой, бля. Ой, бля. Беда с вариатором, блядь, с новым ремнем. Вот поэтому, ребят,
Я на старом ремне езжу. Потому что новый ремень поставишь, он затянутый. Двигатель надо подвинуть вперед. Снега вообще пипец. Ладно. Наперед. Видите как? Хотел развернуться одним разом, но не получилось. Вот так вот. Все, больше не поеду я никуда. Обратно по своей дороге поеду. Если получится выехать отсюда, я закопался капец. Сейчас назад чуток. Чуток, если назад получится, вперед газку, он поедет. Сразу надо на заднюю скорость. На оборотах хрен включишь, блин. Хреново, блин, не выключается, да. Ого, это уже капец. Все. Сейчас выйдет. Но проблема.
Все, перекур. Короче, ребят, по целине, да, длинный буран, может, проедет. Коротыш немножко поснимал. Конечно, со стороны интереснее было бы. Еле-еле уехал. Вот тут дорога идет в ту сторону. Здесь вырубали где-то делянка, наверное. Очень косачи тут были, я видел. Когда я терялся, сюда, здесь я ходил, в ту сторону еще. Вот. Птиц нету. Все. Я возвращаюсь. По целине, по такой дороге просто невозможно ездить. Не может. Не может. Вот, если по такой целине буксовать, то износится, конечно, ремень быстрее. Еще в нескольких местах напрямик проеду по целине. Забуксую или нет, там видно уже. Даже лунки, ничего нету, старой. Видно, что здесь птиц нет. Не знаю, где искать. Далеко надо ехать. Где нет людей. Не меньше ездят. Ладно, сейчас кофе попьем. И поедем обратно. Пусть остынет буран. Нормально покатались. Понятное дело, ребят, это бесполезная покатушки. Если так прикинуть, я сжигаю литров 20 сегодня топлива. Проехал, не знаю, где я последний раз останавливался, еще проехал 5 километров. 5 километров. Тут, конечно, в целяк. Это на поле я забуксовал. А если в тайгу между... Вот возле села там снега, между прочим, меньше. Потому что я между деревьев легко ездил, катался. А здесь у меня буран сразу вот так стоял с свечкой. С новым ремнем, между прочим. А новый ремень, сами понимаете, хорошо не буксует ничего. Ну ничего. Зато погуляли, покатались. Показал вам немножко природу. Езду на снегоходе, следы лосей. Это все интересно. А птиц нету. Бесполезно даже искать. Конечно, есть места, где они есть. Эти места я прекрасно знаю. Но туда идти, ехать, просто на лыжах сейчас просто ты умрешь, сдохнешь, правда говоря. В одиночку ты, от силы там 3 километра пройдешь, у тебя силы не останется. Кофе с молоком сегодня пью. Сил просто не хватит на дальние расстояния. По насту, скажем, ты 20-25 километров пройдешь. А по такому снегу 3 километра пройдешь, и все, ты просто сдохнешь. Умрешь на месте. Кто ходит в лесу, тот меня поймет. И несмотря ты сильный, крепкий или нет там, но есть люди, которые крепкие на ноги. Есть они, вот действительно они очень крепкие. Между прочим, с молоком вкуснее кофе. Хотел еще на лыжах там прогуляться в одном месте. Не пойду.
Не нужен мне это. Это мне не надо. Знаю, просто я энергию потрачу без толку. Так. Может, что и передумаю, пока сейчас попью чай. Когда пьешь чай, отдыхаешь. Думаешь, там смогу, здесь смогу. И знаешь, еще самое главное у человека это то, что вот всегда думаешь, надо туда сходить, там проверить. А если туда не сходить, там уже, зачем я туда не сходил, вот не проверил. Вот. Много мыслей такие часто бывает. У меня сегодняшняя конечная цель до сюда было ехать. Потому что дальше, дорога какая-то еще старая есть, еще можно ездить. А основная трасса вот сюда проходит. Здесь уже недалеко делянка. На сегодня хватит. Ладно, пью чай с такими баранками. Вкусно, между прочим. И дальше поедем. Остынет хорошо сейчас. Еще побуксуем там напрямик, еще в 2 местах проеду. Но возле села снега меньше, чем здесь. На второй избе, наверное, 2 раза больше. Там севернее намного. Так, ребят, поедем. Чай попили. Немножко поболтал на 2-й канал. Ну, а так, включаюсь иногда. Как бы здесь снимаю, там снимаю. Подписывайтесь на оба канала. Ссылка в описании. Сейчас, короче, поеду по своей буранице. Может, еще к речке заеду. И еще напрямик где-то. Ну, я хочу еще нагрузку дать ему. Сильную нагрузку еще по цели не дам. Может, более-менее износ какой-то будет ремня или нет. Хрень поименно. Сейчас вообще невозможно пока кататься. Ой. Так, ладно, поехали. По своей буранице вообще летит. Ладно, поехали.
видите как? По целине вообще не едет. Ну вот, ребята, река. Сюда я хотел еще заехать, посмотреть. Наледи море, просто все в наледи. Между прочим, как будто, а нет, обычный уровень. Казалось, что или вода там поднялась. Нет, все-таки, да, думаю, даже воды больше обычного. Здесь, если смогу, развернусь. Вот тут небольшая поляна, и обратно по своей дороге выеду. Будет тяжело.
Так. Немножко побуксовал. Блин, ерунда это, как бы, когда ты буксуешь, но от хреново, когда ты не можешь переключать скорость. Надо иногда бывает выключить. Иногда так хорошо включается и выключается. Что-то какой-то посторонний шум еще появился, не понимаю. Нету двигателя, нету вариаторе. Что-то есть какой-то вот стук какой-то. Вот, и по-новому вот так выключаешь. Когда вот едешь, он едет и едет. Выключаешь, останавливаешь, выключаю двигатель. И вот здесь, когда уезжал, снова он опять троит, блин. Опять свеча, что ли? Так это невозможно, потом каждый раз, каждый поход, если по свече там вкладываться, тоже не вариант. Надо проблему искать. Сейчас еще рано. В 2 местах напрямик по целине проеду. А остальное, как сказать, по своей дороге. Фу, блин. Вот в одну сторону с нагрузкой ехал, вот здесь. А на обратный путь уже, когда вот по своей буранице, вот видите, как он летит прямо, орет на. Не знаю, сколько топлива у меня осталось. Не вижу. Так. 17 литров еще осталось. 11 литров, наверное, потратил или сколько? 11 литров, 29 километров проехал. Нормальный расход. Терпимо. Тем более сегодня я все еще по целику ехал. Местами 2 ширины, там где вот более открытых местах на 2 ширины протоптал, чтобы меньше закрывалось метелью. А здесь по своей дороге поеду. Ладно, ребят, еще включусь по целику, когда буду ехать. Ну и все, пока едем.
Вот это да, вообще не едет. Буксует. Ну вот, ребят. Все. Я хотел еще сюда, думаю, выеду. Проеду вот здесь, напрямик. Вот тут. И еще там одно место. Примерно чуть два раза больше длиной. Нет. Этого хватило. Это еще я скажу, как бы чуть-чуть есть опыт вождения. Вовремя я останавливаюсь. А новичок обычно новичок, когда садится на снегоход, он, во-первых, не умеет управлять, и, во-вторых, до последнего он будет забуриваться, и он сядет. Он придется потом лопатой вытаскивать, окапываться, выкапываться. В общем, 2 раза больше труда. И я проехал здесь болотистое место. Я того и боялся, что здесь я провалюсь, во-первых, в лужу какой-нибудь. И, во-вторых, старался левее брать, к деревьям ближе, чтобы, если что, застряну, там лебедка у меня есть, подтянуть лебедкой снегоход. Пипец, короче, сейчас коротыш беспомощен, снег тяжелый и не может ехать. Чисто если есть нужда куда-то ехать, скажем, вот тебе надо оттуда, тогда пробивать, ну, желательно длиннобазовым бураном и с коротышом корыто тащить.
Вот какая колея. Нарочно вам поснимал, как это все происходит. Кто буранист, посмотрит видео. Кому эта тема интересна, вот покатушки на снегоходе. Нормально. Вот, ладно, сейчас поеду обратно я по своему следу. И уже, наверное, буду заканчивать этот фильм. Расход топлива, сколько там километров проехал, сколько расход у меня обошелся, все это дело, сколько на километр уйдет топлива, я буду озвучивать на втором канале Будни Олега. В описании ссылка. Подписывайтесь, там я вот такие коротенькие насчет расхода топлива, где что там ремонтирую, вот это все в Будни Олега там выкладываю. Вот. А тут уже осталось пару километров. Ну и снимать сегодня уже не стану. Птиц нету, некого снимать, даже и не видел никого, и лунки не видел. Там возвисела только куропатка бегает одна. Ружье даже не приходилось вынимать. Охота у нас обычно осенью, красивая охота. Зимой вот по первому снегу птица еще была, а потом куда-то ушла и все. Перешла птица. Из-за морозов, может, сильно морозы были, из-за морозов куда-то более теплые районы, может, и улетела. Но здесь их нету. Вот. Давайте пока. Ждите новые фильмы. До новых встреч, ребята. Ставьте лайки, дизлайки. Будьте здоровы, не болейте. А я сейчас 5 минут перекур. Пусть немножко подостынет двигатель и поеду домой. Пока.